Кто посчитал нужным и важным и имел возможность, поехал туда. И защищает в том числе и наши интересы. Когда рассказывают, иногда мы видим в социальных сетях, что там, это за деньги там, воюют и так далее. Слушайте, ну вот хочется им сказать, этим людям, просто нет возможности, ну, там где-то они на украинской стороне рассказывают, что за деньги воюют и так далее. Ну, давайте возьмем 41-45 год. Да? Солдаты Красной Армии получали заработную плату. Может быть, небольшие, но это же заработная плата. Ну, то есть, это же деньги. За каждую подбитую технику фашистскую советский солдат получал премии различного размера. Даже скажу, что в дикой дивизии бойцы получали жалования, а их командиры получали зарплату наравне с русскими генералами. А что в этом? А что в Афганистане афганцы не получали какие-то средства? Это нормально. Ну и украинцы получают сегодня зарплату. Да, а в чем проблема? Ну, не знаю. Ну, еще раз хочу подчеркнуть, чтобы понимали все, кто услышит и увидит, что Украина еще в 1992 году являлась нашим врагом.